Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Вот бы быть мне депутатом, порой слышим мы от тех, кто даже не знает и не представляет всех тонкостей огромной ответственности, которые идут в комплекте с депутатским мандатом. Депутат должен отличаться острым умом, активностью и, самое главное, большим желанием помочь людям. И только при сочетании всех этих качеств будет хороший результат. Думаю, что мое предположение подтвердит сегодняшние гости, депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова. Добрый вечер, Галина Иннокентьевна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Ирина. Давайте начнем с вопроса, который должен развещать все мифы вокруг вашего важного государственного дела. Конечно, понятно, что депутат должен заниматься законотворчеством, продвигать интересы жителей региона, решать проблемы, требующие федерального внимания. Ну, депутат Госдумы, я имею в виду, да? Вот можете ли вы немножко с другой стороны описать вот обычный день вашей работы депутата Государственной Думы? Можно, конечно, описать несколько периодов работы депутатской деятельности, но я возьму один день из своей работы и, в принципе, попробую как-то так очень оперативно вам рассказать, чем я занимаюсь, допустим, в один из дней, когда идет рассмотрение, подготовка к рассмотрению на пленарном заседании основного финансового документа страны, это федерального закона о федеральном бюджете. Обычно свой рабочий день, вот уже второй период своей депутатской деятельности, я начинаю с 7 часов утра. Мои помощники также работают также с 7 часов утра. Практически в это время мы обычно стараемся оперативно решать те вопросы, которые связаны с нашей территорией, то есть с Республикой Саха-Якутия, общаться с органами исполнительной власти, общаться с министерствами, с ведомствами, с законодательным собранием, регулировать ряд вопросов, которые касаются законодательных инициатив и, конечно, самое важное – поработать с обращениями жителей Республики Саха-Якутия, с жителями нашей республики. Хотя обращений поступает много, поступают обращения со всей страны, но мы в рамках режима онлайн работаем с регионом. Да, именно с территорией. Вот мы начинаем свою работу с 7 часов 15 минут. Потому что в Якутске еще в это время… Да, для того, чтобы нам сверить свои часы и решить, успеть те вопросы, которые, собственно говоря, попадают в рабочий день по якутскому времени. Да, по нашей республике. Затем мы смотрим обращения граждан, либо те законодательные инициативы, которые входят в Госдуму и которые, в принципе, могут касаться непосредственно жителей нашей республики. Ну, допустим, вот с 7:15 мы часа два работаем вот по этим вопросам. Затем у меня, допустим, бывает в 10 часов начинается комитет по бюджету и по налогам, когда мы смотрим бюджет. В 12 часов с комитета по бюджету я сразу перехожу в зал пленарных заседаний, начинается пленарное заседание. Завершается пленарное заседание в 16 часов, и в 16:15 либо в 16:30 начинается заново комитет по бюджету и налогам, где опять мы продолжаем смотреть поправки к закону о федеральном бюджете, и завершается, допустим, рабочий день, так как мы рассказываем об одном из рабочих моих дней, завершиться он может в 21 час или в 22 часа. Вот это один рабочий день, который я описала в период прохождения закона о федеральном бюджете на трехлетку. Вот, допустим, примерно вот так. Конечно, я хочу воспользоваться вот этим эфиром, поблагодарить своих помощников, которые у меня работают и в Москве, и в Якутске. На самом деле неравнодушное отношение к тем обращениям жителей нашей республики, с которыми на самом деле очень вплотную приходится работать. А сколько помощников, кстати, у депутата Государственной Думы? У депутата Государственной Думы 2 помощника в городе Якутске, 2 помощника в городе Москва. При этом помощники, которые работают у меня в Москве, они жители республики нашей, родной республики, имеют очень хорошее профессиональное образование, юристы и экономисты. Все они наши местные.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение текстом в мессенджер WhatsApp на номер 8 914 235 05 02. Галина Никитина, ну вы уже упомянули, что вы член Комитета Госдумы по бюджетам и налогам, представляете парламент страны в трехсторонней правительственной комиссии по бюджету и межбюджетным отношениям. Это ключевые структуры, там рассматриваются вопросы важные для всей страны. Можно долго рассуждать на эту тему, но вот какие достижения в этой сфере можно выделить, которые отразились на жизни якутян? Ну, мы с вами, наверное, начнем все-таки ближе к бюджету, к федеральному закону о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку. Это сегодня 22-24 год. При этом мы понимаем и уже знаем, что государственный бюджет республики также на сессии законодательного собрания Литуман принят. И с учетом тех решений, которые принимались на федеральном уровне, также они были погружены в наш государственный бюджет. На самом деле работа комитета по бюджету и налогам, она всегда, особенно в период подготовки к рассмотрению закона о федеральном бюджете, непростая. Практически комитет по бюджету и налогам рассматривает все государственные программы, а их у нас сформировано 50. 47 программ – это те программы, в которых принимают участие непосредственно регионы страны, и есть программы, которые имеют как бы закрытую часть. Если говорить о текущей ситуации, то сегодня уже закон о федеральном бюджете на трехлетку он принят. Практически, что сегодня можно особенность какую отметить закон о федеральном бюджете, это то, что если 4 года назад мы могли распределять субсидии, иные межбюджетные трансферты, которые доводятся до субъекта где-то процентов 65, то сегодня это уже 98%. То есть это создает определенную предсказуемость для формирования бюджетов субъектов Российской Федерации, ну и непосредственно нашего государственного бюджета. То есть мы знаем уже, какие объемы мы получим из федерального бюджета в виде участия в государственных программах и иных межбюджетных трансфертов. Кроме того, это создает определенную ситуацию для улучшения заключения своевременных соглашений, и то, что постоянно это являлось одним из таких препятствий, то, что мы не могли с 1 января заключать соглашения и проводить определенные конкурсные процедуры. Сейчас это все преодолено, и сегодня субъекты понимают, и у них есть уже те объемы, которые они включили в свои бюджеты. Если говорить, что важно и что в этом году республика в каких программах участвовала и какие субсидии в виде софинансирования республика у нас получает, что необходимо и важно для жителей нашей республики. Я начну, наверное, с той темы, которая сейчас на слуху у всех. Это, конечно, здравоохранение, это вопросы, связанные с реализацией модернизация первичного звена здравоохранения. Мы получаем по трехлетке 6,3 миллиарда рублей. Это вопросы, связанные с компенсационными выплатами, то, что постоянно, когда встречаюсь с жителями нашей республики, звучат вопросы по нехватки специалистов в больничных учреждениях здравоохранения. Это компенсационные выплаты, это реализация федеральной программы, выплаты для врачей, фельдшер, медицинская сестра, это сельская местность, это рабочие поселки и города до 50 тысяч населения. Ну, вообще, в 2022 году Якутия получит ведь более 44 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь, на здравоохранение, то есть это на 7 миллиардов больше. Это источник немного другой. У нас здравоохранение финансируется вообще из 3 источников. Это бюджет, это еще ФОМС. Вот, поэтому здесь и региональные бюджеты. И получается, система здравоохранения, она у нас финансируется из государственного бюджета республики, из федерального бюджета республики и из территориального фонда,
обязательного медицинского страхования. Вот то, что вы сейчас говорите, эта тема касается субвенций, которые поступают из федерального фонда в региональный, в территориальный фонд медицинского, ОМС. да, в ОМС. А мы сейчас говорим о федеральном бюджете, то, что сегодня республика получает как поддержку. Это вот компенсационные выплаты, это приобретение машин скорой помощи. Мы недавно с вами были свидетелями этих событий, когда республика получила машины скорой помощи. Это же, конечно, то финансирование, которое связано конечно, с ситуацией пандемии коронавирусной инфекции. И наше строительство тоже. И, конечно, да, наше строительство, кардиоцентр, онкоцентр. Строительство кардиоцентра, это крупные объекты строительства онкоцентра, это ремонт больничных учреждений первичного звена, и это оборудование первичного звена. Если в целом говорить о том, что сколько республика получит поддержки из федерального бюджета в виде софинансирования дотаций иных межбюджетных трансфертов, эта сумма составляет на 2022 год 112 миллиардов. Из них вот 36,5 миллиардов и плюс 10 миллиардов аварийное жилье мы получаем в виде субсидий. То есть в виде софинансирования, проработка вопросов на уровне федеральных министерств и ведомств, как софинансирование. То есть мы реализуем у себя программы, госпрограммы, национальные проекты, региональные программы и получаем софинансирование с федерального бюджета для того, чтобы реализовать те мероприятия, которые сегодня необходимы для жителей нашей республики. Это вопросы, связанные, мы получаем достаточно серьезный объем средств на дороги. Важно отметить, что это комплексное развитие сельских территорий. Тема звучит постоянно об этом, что сегодня сельским территориям нужно выделять особое внимание. Это вопросы инфраструктуры, это вопросы жилья, это вопросы дорог. И, конечно, вопросы образования. По образованию также принято определенное решение, и мы получаем достаточно серьезный объем средств для того, чтобы федеральный бюджет софинансировал вопросы, связанные с реализацией полномочий субъектов, которые сегодня являются полномочиями непосредственно субъектов. Детские сады, школы. Это, конечно, я не могу обойти вопросы социальной политики. Это поддержка семьи с детьми. Знаете, это те выплаты, которые мы сегодня получаем из федерального бюджета. Они напрямую идут либо через пенсионный фонд, либо через службы социальной защиты. Не могу не сказать, конечно, о том объекте, который, собственно говоря, мы будем реализовывать. Занимались им достаточно долго. Это третья нитка. Об этом спрашивают постоянно меня. На самом деле мы долгое время не могли это решить... газификация? Да, это газификация, да, извините. Третья нитка? Да. Вы на своем сленге? Я стараюсь это сказать побыстрее, как некоторые говорят, что я говорю сухим языком, но однако иногда получается таким образом, потому что не хватает, в принципе, того же времени для того, чтобы изложить то, что сегодня делается. Да, третья нитка газопровода в целях безопасности нашего населения газоснабжения. 2 миллиарда 800 2022 год мы будем получать из федерального бюджета как софинансирование. И, конечно, здесь нужно провести все организационные вопросы для того, чтобы мы на самом деле реализовали этот объект с учетом качества и своевременно, и, конечно, в полном объеме. Галина Никитовна, вот вы работали председателем правительства, то есть в исполнительной власти, практически во главе исполнительной власти республики, да, сейчас вы на законодательном уровне, в парламенте страны, да, работали на местном уровне, вот, то есть, практически во всех ветвях власти, так скажем. Вот глупо будет спрашивать, где лучше или где легче, да, но вот в чем... Где меняется мера ответственности, например? Она у депутата больше или у исполнителя больше? Вот на ваш взгляд. Сложно сказать. Если заниматься на самом деле реально делами, то... Извините. Если заниматься реально делом, да, то получается мера ответственности сегодня и на уровне исполнительной власти, на муниципальной власти,
И на федеральном уровне эта мера ответственности ничем не меньше. Ничем. Непосредственно муниципалы, они сегодня вот на земле общаются с народом. Если говорить об органах исполнительной власти, председателя правительства, отвечать за весь регион и за все сферы, за все отрасли, за все то, что сегодня связано с качеством жизни населения. Если говорить о федеральном уровне, то, конечно, здесь в большей степени ты слышишь вот те чаяния, вопросы непосредственно как бы человека, жителя нашей республики, и достаточно много сталкиваешься с вопросами, которые касаются лично вот вас. Это где-то вопросы, связанные с ремонтом жилья, с помощью, оказать помощь по лечению больного ребенка. Это вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей. Вот здесь, понимаете, как я все время говорю и своим коллегам, своим помощникам, нельзя быть надушным тем запросам, с которыми обращаются жители республики. Вот если, в принципе, себя вести и заниматься этим, конечно, быть депутатом Государственной Думы совершенно непросто. Это я не беру как бы законодательную деятельность. Я говорю о том, что достаточно не все вопросы возможно решить, потому что жители нашей республики обращаются с разными вопросами и вносят законодательные инициативы, и вопросы, которые касаются непосредственно лично как бы каждого. Ну вот но можете не хочется. топ-3 вопросов, с которыми к вам чаще обращаются жители именно? Ну, Темы. наверное, я несколько возьму вопросов, которые на самом деле, которыми я занималась не просто там несколько часов, недель, месяцев. Мне пришлось заниматься достаточно долгий период времени. Это жители нашей республики, пенсионеры, которые имели право один раз в 2 года поехать на отдых, имели определенные дополнительные требования при получении права как бы проезда. И, в принципе, необходимо было снять вот эти вот дополнительные условия из постановления. Вот этим я занималась достаточно длительное время. И сейчас вышло решение председателя правительства Российской Федерации постановления, внесения изменений в постановление. И сегодня дополнительных каких-то справок и документов у пенсионера уже требовать не будут. Есть вопрос, связанный и обращение жителей нашей республики о предоставлении земельных участков для многодетных семей. Слышали и знаете, наверное, что я занимаюсь этими вопросами, и первый результат – это предоставление земельных участков для многодетных города Якутска. Вот 2000 с лишним земельных участков мы сегодня город Якутск получил, и я надеюсь, что эта программа будет реализована, потому что она включает в себя и другие вопросы. У нас сегодня сложности возникают в том, что необходимо создавать инфраструктуру. И я сейчас на федеральном уровне тоже занимаюсь этим, чтобы получить некое софинансирование, потому что субъекты самостоятельно с этой проблемой не справятся. Это дороги, газификация, энергетика. Есть очень много на самом деле затрат, хотя это, в общем-то, отнесено в какой-то степени к полномочиям муниципалитета, субъекта. И есть еще, конечно, вопросы, которые связаны с оказанием помощи по лечению. Мы, в принципе, этот вопрос, конечно, тоже мы этими вопросами занимаемся, когда есть, в принципе, на самом деле такие показания, пытаемся помочь людям. Ну, примерно вот так. Есть очень много вопросов, которыми сейчас вот мы занимаемся, помогаем. Галина Иннокентьевна, вот в этом году парламент России принял разработанный вами законопроект, который обязывает инвесторов при выходе из проекта заплатить те налоги, которые не были уплачены после предоставления льгот. То есть они по льготным каким-то условиям заходят, и если они вышли, то они обязаны возместить, значит, неуплаченные налоги. Жесткие, но справедливые меры, они направлены на повышение ответственности участников. Вот как вы думаете, это не снизит ли это количество желающих стать инвесторами на территории республики? Ну, я не считаю, что это должно снизить желающих инвестировать в экономику республики.
Вообще, вот данный теперь уже закон, автором этого закона на самом деле являюсь я. Этот закон принят, он поддержан депутатами Государственной Думы и Советом Федерации. И считаю, что, получив как бы такую поддержку, не будет он являться каким-то препятствием для реализации этих проектов. В принципе, справедливости ради сказать, что вот мы с вами и население нас спрашивает, на территории республики реализуются инвестиционные проекты, ну вот региональные инвестиционные проекты. Они реализуются. Мы даем инвестору льготы. Мы даем эти льготы для того, чтобы он создавал дополнительные рабочие места. Инфраструктуру. Занимался производством. И для этого дается эта льгота. И если инвестор не вкладывает в проекты средства, не создает дополнительные рабочие места и на каком-то этапе уходит с регионального инвестиционного проекта, я считаю, что это совершенно несправедливо. Несправедливо по отношению к населению, несправедливо по отношению к территории. Поэтому был такой законопроект внесен, он теперь имеет форму закона. И, конечно, инвесторы, если они не реализовали в соответствии с соглашением те условия, они обязаны вернуть с начала реализации проекта все налоги, которые они не уплатили, по которым были предоставлены льготы. Я думаю, что ничего здесь такого не произойдет. Просто повысится ответственность инвестора. Галина Сергеевна, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, спрашивайте. Алло. Не слышно. Проводный транспорт? А что именно проводный транспорт? Проблемы водного транспорта, решения республики, хотели спросить. Занимались вы проблемами водного транспорта? Я вот знаю, что вы мать железной дороги, а про водный транспорт... Здесь, наверное, имеется в виду следующее. У нас на самом деле очень сложная транспортная схема. Мы с вами имеем до Бестяха железную дорогу. В большей степени мы пользуемся в зимний период автомобильным транспортом. В летний период это, конечно, у нас вода. И, наверное, вопрос заключается в следующем. Насколько, в принципе, на уровне федерального бюджета будет ли поддерживаться именно социально значимые перевозки водным транспортом. У нас есть, в принципе, эти перевозки, допустим, тот же как бы Алекминск, чтобы это субсидировалось. На самом деле тема эта обсуждалась в Государственной Думе в Комитете по бюджету и налогам, и предполагается, что в помощь региональному бюджету, субъектам, мы будем смотреть программу по поддержке социально значимых перевозок водным транспортом по районам Крайнего Севера. Примерно вот как бы так. Но, может быть, это этот вопрос был. Ну, хорошо. Не очень, как бы, не очень понятно, что... да. Но я уже упомянула про то, что вас называют матерью железной дороги. Вот расскажите, почему так говорят? Как так вышло, что вы стали матерью железной дороги? Я, конечно, этого не слышала. Я слышала по поводу того, что мне когда-то присвоили отчество Галина Кардемовна. Эта речь как раз шла о строительстве железнодорожной линии Белкакит-Тамут-Якутск, Нижний Бестях. А на самом деле вот начало формирования нормативно-правовой базы для строительства железной дороги, возобновления строительства железной дороги, мне было поручено Вячеславом Анатольевичем Штыровым заниматься этими нормативными документами. Шло, конечно, это очень-очень сложно, и на самом деле в тот период приходилось несколько раз пересогласовывать постановление 242, когда мы начинали именно на вопрос о том, чтобы нам продолжить строительство железной дороги, и обосновывали. Вопрос был непростой, тем более в тот период немного менялись и управленческие решения, но считаю, что
на самом деле мы сейчас это воспринимаем как дань, что железная дорога у нас вот с вами дошла до Нижнего Бестяха, и сегодня может наши предприниматели и хозяйствующие субъекты перевозить груз. Это сегодня создают логистические там центры. И, конечно, пользуются жители нашей республики уже как пассажиры. В принципе, считаю, что на самом деле это Но в свое время это же был такой же вопрос, как мост, да? То есть это вот было где-то как-то, Да. что может быть, когда-нибудь к нам придет железная дорога. Начиналось это очень давно, и первое постановление 242, оно вышло в 2004 году. И мы начинали с тех объемов. Понятно было, что за счет, без участия федерального центра этот серьезный объект, этот серьезный проект не реализовать. потянуть. Сегодня мы его реализовали. Конечно, есть вопросы там достройки. Сегодня наши железные дороги Якутии являются дочерним предприятием РЖД. Это тоже очень важно. И, в принципе, дорога функционирует. Ну, надеемся, что так же получится и с мостом. А вот активная работа депутата с федеральным центром, правительствами, министерствами, ведомствами помогает получать больше средств на бюджетные нужды. Вот какой-нибудь такой наиболее убедительный пример в интересах Якутии взаимодействия можете привести? Вы знаете, я не очень как-то воспринимаю, я болезненно воспринимаю, когда говорят о том, что вот получить бы побольше там денег из федерального бюджета. Речь немножко, наверное, идет о том, что мы на самом деле на равных своим профессионализмом участвуем в государственных программах и национальных проектах. Да? В принципе, наверное, так. Если говорить о вопросах, которые на самом деле важны для экономики республики и которые решаются на федеральном уровне, с участием там, конечно, и правительства республики, и непосредственно Арсения Сергеевича Николаева, это я бы назвала то, что мы сейчас ведем работу по внесению изменений в закон об энергетике, это выравнивание тарифов по энерготарифов. Это очень важный вопрос, он задевает все направления, все сферы деятельности, и как экономику, как и социальную сферу, и малый бизнес. Я бы назвала также вопросы, связанные с работой с федеральным центром. Ну, непосредственно то, что мы с вами говорили по газопровод. И плюс такой важный вопрос, который сегодня на самом деле очень чувствительный для населения. Мы же с вами строим крупные объекты, которые имеют значение для жителей всей нашей республики. Это доступность к авиаперелетам. Это вот субсидии на авиаперелеты мы получили на самом деле серьезное поручение президента Российской Федерации. В общем-то, вопрос сдвигается с места. Мы в этом году при формировании бюджета получили еще плюсом 4,5 миллиарда для Дальнего Востока. И сейчас мы должны продолжать работу для того, чтобы это важно, для того, чтобы у нас могла быть доступность к авиаперелетам внутри республики. Это субсидируемые рейсы местных перевозок. Вот сейчас этим занимаемся. Есть еще обращения других субъектов, и есть поручение министерством прорабатывать этот вопрос, чтобы в то постановление, где есть магистраль, межрегионалка, должны войти как помощь субъекту по местным перевозкам. Но это важная такая системная, глобальная работа, которая решит какие-то многолетние проблемы. Достаточно большое число обращений есть у нас, где мы выходим на федеральный центр. Вот могу еще назвать, моя поправка, она связана с внесением изменений в жилищный кодекс по аварийному жилью. Вот сейчас эта поправка находится в правительстве, и я надеюсь, что этот законопроект все-таки будет. А в чем ее суть, в двух словах? Это как раз вопрос, который ставят жители нашей республики. Речь идет о реализации права получения поддержки по аварийному жилью. Когда была внесена поправка в закон, в жилищный кодекс, то граждане, которые приобрели жилье до внесения этой поправки, они сегодня не
могут получить ту помощь, поддержку, которая реализуется для всех в рамках переселения из аварийного жилья. То есть получается таким образом, что если я приобрела жилье в аварийном доме до внесения изменений поправки, я получу только то, сколько я потратила. Ну, 500 тысяч, грубо говоря. А мы сейчас носим поправку, что закон обратной силы не имеет, и люди, которые имеют единственное жилье, они обязаны получить ту же поддержку, что и все, кто переселяется из этого Тоже аварийного глобальная жилья. важная проблема. Очень важный Не вопрос. могу, Галина Никитина, не спросить про север, поскольку мы заговорили уже про субсидии на местные перевозки, да, авиаперелеты. Это в первую очередь касается, конечно, северов, куда у нас очень дорогие билеты. Но и вы работали долгое время сами в Оленьке, Верхоянске и так далее. И вот проблемы Арктики, то есть вам вообще близки, да, и северный завоз, тот вопрос, который вы курируете, к которому вы с вниманием особым относитесь. Вот как, на ваш взгляд, законодательно можно что-то там решить? На самом деле я в ежедневном режиме в курсе всех событий, которые происходят в моей родной республике. И я на самом деле получаю постоянно на свой телефон в виде WhatsApp-сообщений, в виде картинок цены на продовольствие, которые сегодня у нас с вами вот в Арктике. Я говорю вот сейчас вопрос о северном завозе, об Арктике. Как таковую тему северного завоза, я понимаю, решение ее сейчас в основном с точки зрения нахождения на полках определенного ассортимента, доступность наших жителей арктических территорий по продуктам, по продовольствию, по лекарствам в аптеках, по тем же вопросам, связанным с топливно-энергетическими ресурсами. И, конечно, важный фактор – это ценовая политика. Решением главы республики создана рабочая группа, она сейчас на самом деле вырабатывает предложения. Мы вышли на Министерство Дальнего Востока, в министерстве также создана группа, и мы вместе вырабатываем те механизмы, которые можно было бы реализовать, при этом не ущемляя, естественно, наш малый и средний бизнес, который на самом деле сейчас несет достаточно большую нагрузку, и, в общем-то, в какой-то степени он помогает нам закрывать наполняемость прилавков в магазинах в арктической нашей зоне, в арктической территории. Тема, она достаточно сложная, потому как раньше, когда все-таки мы могли регулировать это через возмещение транспортных расходов, сейчас, вот так как мы понимаем, что в цене в большей степени, конечно, затраты это перевозки, да? Сейчас это очень сложно, потому что возмещать, ну, есть у нас, конечно, Якутавторг, но нам нужно сейчас определиться с ассортиментом, с ценами, сейчас со строительством склады, логистические центры, и каким образом мы сможем обеспечить так, чтобы на полках в магазинах был достаточный объем, достаточный ассортимент продовольствия. Я надеюсь, что мы эту тему завершим, мы ее не бросаем. На комитете по бюджету, когда у нас выступал министр Дальнего Востока, я опять ему задавала этот вопрос, когда же мы все-таки придем к некому результату. Когда у нас уже появятся вот непосредственно результаты, мы сможем уже выходить на правительство. Последний вопрос, очень коротко. Вы каждый месяц приезжаете в Якутию на неделю. Вот день свой во время принятия бюджета вы тоже уже описали. Вы, ну, хрупкая женщина, как вы все успеваете, когда? Я на самом деле очень системный человек. Я очень ценю каждую минуту своего времени и стараюсь всю работу делать достаточно эффективно, не утруждая себя какими-то дополнительными загрузками, и выбираю, что основное, а что можно как бы отложить на какое-то время. Мои помощники посчитали, я вот в определенный период своей деятельности налетала 720 часов. Это не беря во внимание, что кроме того, что Якутск-Москва, Якутск-Москва, я еще летаю по районам. Для меня, понимаете, когда есть результаты, ну, и когда на самом деле я вижу, что
И люди, наши жители благодарны тому, что вопросы решаются и их не бросают без внимания. Но не все получается. Все-таки это придает определенные силы. И для меня, в общем-то, никаких сложностей не Спасибо представляет. большое, что при том, что вы так цените свое время, вы нашли все-таки время прийти к нам и ответить на наши вопросы. Желаю вам успехов в вашей работе на благо республики, на благо всех якутян. Я напомню, вопросы к сегодняшней программе нам помогли составить коллеги из Центра управления регионом, которые отобрали для эфира актуальные вопросы пользователей в соцсетях. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Спасибо.